В начале сентября сотрудник новостного канала NBC посетил китайские лагеря перевоспитания, в которых содержатся миллионы уйгуров. Посетив 2 так называемые школы профессиональной подготовки, корреспондент сообщил, что экскурсия, прошедшая под руководством китайского гида, и увиденная в данных учреждениях были неубедительными. По его словам, к его приходу тщательно подготовились. Было заметно, что заключенные, которых ему довелось увидеть, пытались скрыть свое истинное положение. Молодые люди обучаются урокам сельского хозяйства, а женщины, несмотря на то, что имеют по несколько детей, с которыми им не позволяют видеться, изучают уроки материнства. Также корреспондент сообщил, что сотрудники предпочитают отмалчиваться на вопросы о количестве лагерей и заключенных. Гульбахар Джалилова, находившаяся в китайском лагере ровно год, рассказала, через что ей пришлось пройти. По сообщениям Евроньюз, 55-летняя Гульбахар Джалилова, посетившая Восточный Туркестан 21 мая 2017 года, была задержана и отправлена в лагерь перевоспитания. Когда меня привезли, меня пытали и морили голодом в течение суток. 2 раза в неделю нам давали неизвестные препараты, от которых сводило все тело, после чего мы переставали чувствовать боль. Над нами издевались в комнатах, где отсутствуют камеры. Не было возможности говорить на родном языке, потому что это сразу пресекалось. Надругательство является обыденным наказанием практически во всех китайских лагерях, говорит бывшая узница. Женщина также сообщила, что многих узниц, которых уводили на допрос ночью, больше никто не видел. Через 15 месяцев, благодаря усилиям дочери, являющейся адвокатом, Гульбахар Джалилова была выпущена и выдворена в Казахстан. В прибрежных водах острова Лампедуза затонула лодка с беженцами. Спасательная служба береговой охраны Италии сообщила, что в результате инцидента погибло 13 человек. На данный момент спасены 22 беженца. Неделя в Гонконге началась с очередных демонстраций. Демонстранты, выступившие против китайского правления, начали акцию днем. Несмотря на запрет, демонстранты не отказались и от масок. Мирная акция, в которой принимали участие и дети, переросла в драку и погромы. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Президент США выступил с заявлением о ситуации на турецко-сирийской границе. Как я уже говорил, если Турция сделает что-то, что я сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли, написал Трамп в своем твиттере. Напомнив, что с Эрдоганом его связывают дружественные отношения, Трамп сообщил, что зачистка боевиков ИГИЛ лежит на плечах Турции.